Гэта вёска Краснаўка. Гэта мясцовая школа, якая зараз не працуе. Даволі цікавае афармленне школы. Малыя архітэктурныя формы. А чья тут куртка? Вторая. Да, Антон на речку. Смотри, опять бутылки, да, за стеклом? Давай. Люди собираются на встречу. Кто на речку? Все пошли. Дальше. 45,1. Ну давай же. Это все находки, которые мы нашли. Каждую находку, каждый квадрат и в каком слое мы ее нашли. То есть под каждым номером мы заносим список. То есть шифр, находки и приметы, какого цвету, железо, это, допустим, или керамика, поливанная, или поливанная. Ну сейчас вернемся, снимаемся. Хотим, а то автобус треба отпустить, а тут еще. Герб аутентичный, он другой, не такой, как Фаричек. Ну, такой же лев, Сходство есть. такой же лев, ну там сюжетное сходство. Лев, там с шаблей, но там он другой, он в стиле 17 века. Так там совершенно это единственный вариант в данном случае взять за основу этот герб, который был привилегий. Он у меня есть, рисунок этот, да? Понятно. Я вам его дам, там, ну как образец. Образец, да. И мы уже на основе его, уже говорится, третий год это все идет у нас, уже, конечно, не первый день знаете. Ну да, надо в смысле осветить это место. Так Да? вот, я бы сам, наверное, не взялся бы, потому что я тоже, говорится, в Бога верю, так скажем, и что-нибудь плохое случится, да? А он сам, вот он приехал на эти раскопки с тем, чтобы предложить поискать, где... Понимаете, в чем дело? Храм возводился на месте предыдущего храма. Там даже было так, что церковь строилась на месте костела и наоборот. Да? То есть тут вот у меня интерес к этому. Он сам предложил следующие раскопки организовать на месте церкви, которая в 1937 году была разобрана и перевезли в Васильевку.
Лес из него построили, там школа и сельсовет. Но где была церковь, в Слободе все знают. Так, мы старшее поколение. Ага, то есть вот на этом месте Да, раскопки. так мы, ну, говорится, с благословения там, соответствующего планируем организовать, ну, вот, там, университетское, потому что уже дети теперь просятся из этого состава, у них на следующий год практики нема археологической, но вот они хотят приехать тоже, уже, говорится, тот самый. Вот, ну, то есть, вот мы хотим где-то в октябре подъехать, вот, С батюшкой, да? с батюшкой, да, прикинуть, там, скажем, что-то. Так может, что называется, будет у вас время, подъедете. Конечно. Председатель Красновского сельского совета депутатов Огарев Виктор Федорович. Значит, по поводу вот этих наших раскопков, ведущих Королевой Слободе, значит, ну как мне тогда профессор еще в первые раскопки, когда приехали, мы с ним познакомились, он мне рассказал, что в архивах, польских архивах, в архивах были найдены эти сведения. Ну и чтобы подтвердить эти сведения, он решил провести такие археологические раскопки на территории вот этого населенного пункта. И сразу же первые эти раскопки показали действительно, что на этой территории этого населенного пункта, этой деревни действительно обнаружены были там черепица вот этих 16 века, другие такие скобяные изделия. Даже вот в прошлом году был найден скелет девочки, которая была вроде по костным таким повреждениям определена, что была зарублена шашкой. И это дает действительно полный смысл и право, что на этой территории находился город. Как вы относитесь к тому, что на территории вашего сельского совета находился город, да еще обладающий магдебургским правом? Ну, конечно. В Светлогорском районе вообще как бы единственный. Да, если взять 15-16 век, уже в то время был город на этой территории, да, вокруг не было ничего, ни городов, ничего. Это были какие-то малые поселения, и то же самое, вот как у нас Шатилинский этот остров и этот князь, или как он неправильно, Шатила, то даже ранее был город на территории Королевой Слободы, может быть, и отсюда уже пошло туда, что это вот Шатилинский остров начал существовать. Городов все-таки, благодаря вот профессору Рассадину, мы узнали, что действительно здесь был город с магдебургским правом, и развивался только, конечно, вот, с течением обстоятельств, что казаки сожгли этот город. Может быть, уже в настоящее время это не был бы Бобруйск, а был бы большой город на этой территории, потому что место там значимое, излучено реки, красиво, очень красиво. Может быть, действительно, до сих пор, может быть, город очень большого значения был. Но случилось такое. Скажите, что вы сейчас намерены делать, вот, узнав о том, что существовал такой город? Знаете вы уже об этом третий год? Ну, в первую очередь, вот такая есть задумка. Там, где у нас идет международная трасса Р-31 и отходит дорога к населенному пункту Королева Слобода, надо какой-то памятный знак, чтобы даже и проезжающие, и кто-то остановился, чтобы люди, была информация, что вот на этой территории когда-то был город с магдебургским правом, со своим гербом. Вот это вот надо какой-то памятный знак на повороте в населенный пункт на дороге. Пока не знаю, что это будет, но это я знаю, что однозначно это будет этот герб и какое-то обозначение. А в далекой перспективе? Ну, я думаю, что бюджет этого года может мне уже и не позволить, потому что бюджет очень быстро съедается, особенно благоустройство у нас. Ну, а может быть, как-то где-то еще, если уже задумки такие будут, наверное, все-таки райисполком нам поможет. Если там не будет большие, ну, потому что задумки такие, действительно сделать это с дерева, с резного дерева. У нас тут на территории нет, но в лесхозе есть. И в Красновском лесничестве специалист такой, который занимается резьбой по дереву.
что-то такое придумать надо. Я думаю так. Надо, может быть, временно в этом году, а более такое, что-то получше, может, на следующий год. Но ставить будем однозначно. Будем устанавливать этот знак. Скажите, а может быть стоит что-то еще установить и потом непосредственно в деревне? Ну, в принципе, если знак будет, то, конечно, может какой-то... Я на эту тематику думал. Значит, может какой-то большой найти вот... Говорят, на безденежье надо что-то такое придумывать, так? У нас на территории, конечно, мы можем найти такой хороший большой валун, допустим, до метра, доставить его туда, заказать на химволокно такую табличку с нержавейки, с описанием, что тут происходило, какой год и прочее, прочее. И на каком-то там, видно, таком, ну, может быть, даже вот у нас по речному переулку там, или по строителей, они упираются прямо в излучину реки, высокое такое место. И вот на этом месте установить этот памятный камень с такой надписью, что все, ну, действительно, любой человек может какие-то там беседку рядом построить потом уже. Потому что это великая находка, ее надо, чтобы она, вот она тут, я когда разговаривал с профессором, тут и в музей большая часть этих коллекций попадет. У нас Светлогорский музей, там будет специально такой экспонат именно по этому городу. Ну и плюс тут надо, конечно.